В России 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом педагога и наставника, годом проводников в будущее, годом людей, чья миссия формирует личность, духовность, опыт и знания. Мы одна из немногих республик, где можно к учителю или к врачу обратиться не по имени, отчеству. Можно просто сказать «башка». И это будет высшая степень уважения. И не надо уже ни имени, ни отчества. И это будет действительно означать, что тот, к кому обратились, он действительно заслуживает этого звания. Как сообщила Алевтина Шала, доцент кафедры педагогики Тувинского государственного университета, в 2023 году ТУВГУ и образовательными организациями был проведен цикл мероприятий, способствующих повышению профессионального мастерства учителей с участием педагогов-наставников. Особенно хочу отметить то, что мы провели совместную научно-практическую конференцию с президентским кадетским корпусом и кафедрой педагогики нашего университета, где были заслушаны доклады о выдающихся педагогах нашей республики, об их вкладе, о том, что было оставлено ими в наследие, чтобы наше молодое поколение педагогов могли ими пользоваться. Вот уже 16 лет Саяна Бака работает учителем родного языка и литературы в Ховаксинской школе и является советником директора по воспитательной работе. Она считает, что работе нужно отдавать себя без остатка, так как от воспитания молодого поколения зависит будущее всей страны и народа. За подготовку дипломантов Олимпиады из перечня Российского союза олимпиад школьников, Федеральная олимпиада школьников по родным языкам и литературе народов Российской Федерации Саяна Бака удостоена почетного звания «Учитель года Тувинского государственного университета». Олимпиады позволяют ученикам проявить свои знания и таланты еще до итоговых экзаменов. Участвуя в состязаниях, ученики могут заработать себе дополнительные баллы, которые помогут поступить в вуз без вступительных испытаний или получить привилегии. Такими привилегиями воспользовалась моя выпускница Мангуш Алтангыз. Она без конкурса поступила в ваш университет на филологический факультет. Спасибо, что оценили мой труд. Я постараюсь и дальше совершенствовать подготовку участниц к Олимпиадам. Я рада за свою выпускницу, знания которой помогли без проблем найти свою будущую профессию. Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. Учитель – это не работа, а призвание и образ жизни, требующий максимального включения, временных затрат и душевных сил. И если у учителя будет как можно больше единомышленников со стороны родителей, учеников и коллег, то результат его труда будет намного больше и эффективнее. Айдана Сенденмай, Буян Мангуш, Маргарита Мангуш, телеканал Тува-24.